занимаешься? С котенком играю. Он у тебя что, прямо в телефоне живет? Да, мне настоящего завести не разрешают. Говорят, шерсть от него. Сочувствую тебе. Ты ж знаешь, если бы не моя аллергия на котов, я бы завела котенка ради тебя. На телефонного-то у тебя аллергии нет? Не знаю, не уверена. Вот на кого у меня точно нет аллергии, так это на глупого котенка из одной удмуртской сказки. Из какой еще сказки? Хочешь послушать? Да, хочу. Ну тогда слушай. Сказка называется «Глупый котенок». Жила-была кошка с котенком. Котенок был маленький, глупенький. Однажды он увидел на крыше луч солнца. Должно быть, это какое-нибудь вкусное лакомство. Подумал котенок и полез на крышу. Уже совсем было добрался он до конца крыши, как вдруг откуда-то выпорхнул воробей. А может, лучше сначала я его съем, а потом дальше полезу. Глупенький котенок кинулся за воробьем, но так и не поймав его, упал на землю и сильно ушибся. Тогда кошка, утешая, сказала ему: Твое дело только мышей ловить, а не за воробьями гоняться. Мяу. Котенок выслушал наставление матери и обещал никогда его не забывать. Прошло много времени. Однажды котенок поймал в лесу мышку и во рту нес ее домой, показать свою добычу матери. Ему надо было переходить через ручей, и когда он переправлялся, заметил в воде свою тень и опять подумал: Отниму-ка я у того котенка мышь, тогда у меня будет целых 2 мышки. Выпустив изо рта мышку, он кинулся в воду. Тени-то, конечно, он не поймал, да и сам едва спасся. Мокрый, грязный, он вернулся к матери. Но теперь кошка не стала утешать его, а строго сказала: Мяу. Ты должен хорошо делать свое дело, мышей ловить и не отвлекаться на все, что попадается тебе на глаза, иначе, мяу, голодным останешься. Котенок с тех пор не забывал наставлений матери. Бедный котенок, жалко его. Кстати, ты мне немного его напоминаешь. Ну, тоже бываешь иногда. Нет, не говори этого слова, я не глупенькая. Ну, я вообще-то имела в виду наивная. Это потому, что я еще не совсем взрослая, а так я умнею с каждым днем. Да я даже в этом не сомневаюсь. Кстати, твои книги помогают умнеть. Пойду почитаю что-нибудь из школьной программы. Ты же сегодня сказки больше не будешь читать? Нет, завтра. Так я и знала. До следующей сказки!